Идрис Зязиков – это такой политический деятель, которого по праву можно назвать эталоном непревзойденной стойкости и самоотверженности, который, несмотря на оказываемое на него давление со стороны высшего руководства, для отстаивания собственных амбиций, справедливости и чести, готов был идти на самые жестокие меры. О нем и пойдет речь в этом видео. Также затронем эпизод из истории ингушского народа, связанный с преемником Зязикова, Иосифом Черноглазым, в частности, проводимой им антиингушской и противомусульманской политикой, и то, чем ему это обошлось. В 1924 году, после упорной борьбы в гражданской войне, ингуши получили свою автономию. Первым руководителем Ингушской автономной области назначили Идриса Зязикова. Идрис Бейсултанович был мудрым политиком, бесстрашным патриотом, смелым и отважным человеком, отстаивавшим интересы своего народа, отдав на этом пути свою собственную жизнь. Именно он своими грамотными действиями сумел сохранить статус автономии у республики, не допустив объединения с другими областями. Именно он и не один раз отстоял статус Владикавказа исконно ингушских земель пригородного района. При нем, разрушенная и разоренная деникинскими белогвардейцами в ходе гражданской войны, Ингушетия в 20-х годах 20 века расцвела и достигла больших успехов в социально-экономическом и культурном развитии. Бурно развивалась промышленность, рост экономики республики шел уверенными темпами, открывались школы, техникумы, предприятия научного и культурно-просветительского назначения, сельскохозяйственные объекты. К сожалению, но по достоинству, все это было оценено народом, только после его ухода из руководства автономной области. Взгляды Идриса Зязикова, шедшие только по одному пути, с интересами ингушского народа, довольно скоро перестали быть выгодны империалистам из центра. Власти СССР хотели видеть лидером Ингушской автономной области такого человека, который бы беспрекословно исполнял любые указания начальства, не считаясь с мнением ингушского народа. В сентябре 1929 года Идриса Зязикова за его принципиальные убеждения и несоответствие его интересов с интересами советского руководства, его сняли с должности, и на его место был поставлен Иосиф Черноглаз. После отстранения Идриса Зязикова, Иосиф Черноглаз, заняв пост руководителя Ингушской автономной области, начал проводить политическую деятельность, не принимающую во внимание местные реалии, и пренебрежительно относился к истории, традициям и религии горцев. Он начал борьбу с мусульманским духовенством. Наибольшую опасность для советской власти Иосиф Черноглаз видел в деятельности мусульманской общины Кунта-Хаджи, хаджи-мюридов. По его мнению, учение Кунта-Хаджи, и вообще, суфизм в целом, препятствовал приобщению ингушей к советскому обществу. Иосиф Черноглаз полагал, что суфистские общины в Ингушетии имели контрреволюционный характер, поскольку представители хаджи, мюридов наотрез отказывались сотрудничать с представителями сталинского режима. Во Владикавказе, который был в те годы временной администрацией Ингушской автономной области, Иосиф Черноглаз объявил об учреждении областного союза безбожников Ингушетии. Пост почетного председателя этой организации Иосиф Черноглаз принял на себя, и в областной газете «Сердало» на ингушском языке опубликовал директивы, призывающие развернуть широкую кампанию о привлечении ингушей в союз безбожников. Иосиф Черноглаз объявил обряд громкого зикра вне закона, под страхом репрессий, и запретил деятельность общины Кунта-Хаджи. Он призвал своим районным помощникам перейти в борьбе с Кунта-Хаджинцами от болтовни к делу. Первым на этот призыв отозвался начальник Насрановского районного ГПУ Иванов. По указанию Иосифа Черноглаза, Иванов приехал в селение Экажево и, закрыв центральную мечеть, приказал ее использовать в качестве амбара для зерна, и запретил сельскому мулле проводить богослужения. Вскоре под Экажевом Иванов был убит хаджи-мюридом Ужаховым из общины Кунта-Хаджи. За это убийство было расстреляно 5 человек, в том числе Ужахов и мулла-имам села Экажева. До 3 десятков ингушей были сосланы в Сибирь как участники контрреволюционной кулацкой банды. Иосиф Черноглаз ужесточил репрессии, им был разработан план по борьбе с религией. Он предлагал вести в Ингушетии широкую кампанию по разведению свиней и строительству свинарников. Свои планы он оглашал в речевках на собраниях в ингушских селах, по которым он, несмотря на свою низкую популярность, активно разъезжал. Ингуши уже устали терпеть его тиранию и гнет, и решили, наконец, избавиться от него, применив радикальные меры.
3 февраля 1930 года, после агитационных выступлений в предгорных селах Галашки и Датых, машина Черноглаза попала в засаду под Галашками. Иосиф Черноглаз был убит и обезглавлен представителем общины Кунта-Хаджи, Хамхоевым. Голова Черноглаза так и не была найдена, и его похоронили без нее. На суде убийца отказался отвечать на вопрос, куда делась голова Черноглаза, заявив, что у него не было головы. На вопрос судьи, Как это не было у него головы? убийца ответил: Если бы у Черноглаза была бы голова, он не приехал бы к ингушам и не творил бы такие дурные вещи. Первым по обвинению в организации этого убийства был арестован бывший секретарь Ингушского областного комитета ВКП Идрис Зязиков. Вместе с ним были арестованы его жена Жанета, и они помещены в Бутырский изолятор в Москву. Главарей заговора против Иосифа Черноглаза, среди которых был Идрис Зязиков, судили в Москве в Верховном суде РСФСР. В числе главарей были и непосредственные убийцы. Идрис Зязиков, во время убийства Иосифа Черноглаза, находился в Москве на курсах марксизма при ЦК ВКП. Несмотря на его непричастность к убийству и абсурдность обвинения, Идриса Зязикова необоснованно обвиняли в моральной и политической подготовке убийства своего преемника. Обвиняемые объяснили мотивами убийства Иосифа Черноглаза его проводимую политику в Ингушетии. Подсудимые, в том числе Идрис Зязиков, были приговорены к расстрелу. 11 июня 1932 года Зязикова приговорили к расстрелу, а через день после вынесения приговора, после вмешательства Серго Орджоникидзе и Анастаса Микояна, людьми из ближайшего окружения Сталина, приговор был заменен на 10 лет лишения свободы. Идрис был отправлен в Карелию, в лагерь НКВД, Жанета по суду оправдана. Она не подписала ни одного показания, ни против своего мужа, ни против его товарищей. Отсидев 2 года в Бутырской тюрьме, Жанета выходит на свободу, остается в Москве, живет у русских друзей Горчилиных. В 1935 году, по решению Президиума ЦИК СССР, Зязиков освобожден от дальнейшего отбывания наказания. После освобождения работал планировщиком в Туле. На дворе 1937 год, время большого террора и массовых репрессий по сфабрикованным обвинениям. Жанета уже работает старшим научным редактором турецкого языка в издательстве иностранных и национальных словарей в Москве. Под ее редакцией выходит первый в СССР русско-турецкий словарь. В Ингушетии и Чечне идут повальные аресты. Идрис и Жанета Зязиковы чувствовали, как затягивается вокруг них петля репрессий. Ждать пришлось недолго. В октябре 1937 года в Туле арестовывают Идриса, а на другой день в Москве его супругу Жанету этапируют в Грозненскую тюрьму. Идрис ничего не знает об аресте жены. Обвинение им предъявляют в один день, 10 октября 1937 года. Жанету, как и ее мужа, ложно и клеветнически обвиняют в подпольной буржуазно-националистической деятельности и шпионаже в пользу иностранных разведок. Идриса мучили долго и изощренно. Обессиленный он пытался узнать что-нибудь о судьбе жены. Друзья, пытаясь его успокоить, перестукиваясь, говорили, что она на свободе. Но Жанета всегда была рядом. И сейчас, в тюрьме, ее также били, требуя подписать признание, говоря, что Идрис все признал и дал против нее показания. Жанета отрицала все обвинения и требовала очную ставку с мужем. Идрис Зязиков умер 5 июля 1938 года в Грозненской тюрьме. В декабре 1940 года Жанету выпускают из Грозненской тюрьмы из-за недоказанностью предъявленных обвинений. После освобождения, здоровье Жанеты стало сдавать. Хирургические операции следовали одна за другой. Доктор Вишневский, удалявший ей почку, удивлялся тому, как столько лет она прожила с этой отбитой и практически разрушенной почкой после причиненных ей сотрудниками НКВД мучительных пыток. В 1944 году Жанет вместе со всем ингушским и чеченским народами была насильственно выслана в Казахстан. После возвращения на родину в 1957 году, вдова Идриса Зязикова устроилась работать директором Чечено-Ингушского краеведческого музея в городе Грозный. В частности, она занималась поиском и восстановлением музейных экспонатов, пропавших в годы депортации вайнахов. Умерла Жанет Яроичевна в 1982 году, похоронена в селе Барсуки, на родине.